Добрый день! В эфире Нерюнгринский филиал и Якутия-24. И я, Екатерина Павлова. Сегодня у нас в студии гость, председатель правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Бычков. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Второй день правительственная группа работает в Нерюнгринском районе. Были проведены встречи с жителями поселков, также с трудовыми коллективами. С какими вопросами чаще всего обращались к вам нерюнгринцы? На самом деле, те вопросы, которые мы услышали во время отчета, они были вполне ожидаемы. Мы уже этим составом 7-й год на отчетах правительства, поэтому хорошо понимаем не только те, скажем, запросы жителей и ту оценку, которую они будут давать работе правительства, но и видя динамику, как происходят изменения, как происходит решение многих вопросов, понимаем, что еще предстоит сделать. И на самом деле основными вопросами, если так секторально озвучить направление, конечно, остается пока ЖКХ. В этой части у нас, конечно, много уже очень преобразований произошло. Во многом и, наверное, основным таким ресурсной точкой для решения проблем это национальные проекты, которые начались в 2019 году и в 2024 году завершились. Во многом они также послужили возможностью для реконструкции системы ЖКХ, для строительства инфраструктуры. Но, тем не менее, кое-какие вопросы еще остались на повестке дня и, безусловно, в приоритетах у правительства для их решения остаются. Во-первых, это теплоснабжение поселка Чульман. Это, конечно, вопрос, который волнует жителей. Мы понимаем, что предстоят изменения в системе теплоснабжения. Наша задача, чтобы эти изменения сделать в самую лучшую, самым оптимальным образом, в лучшую сторону не только с точки зрения новых инфраструктурных элементов, но и для того, чтобы система была более оптимальна и экономична. Конечно, мы понимаем, что сегодня системы теплоснабжения, сети поселка Чульман достаточно сильно изношены, и это проблема, которую жители высказывают, и она сохраняется, но мы понимаем, что в 2027 году уже, когда с введением новых мощностей по теплогенерации у нас будет построено до 7 новых котельных, которые уже, собственно говоря, с помощью газа будут обеспечивать, во-первых, экологичными теплоресурсами, во-вторых, это будет гораздо ниже доля потерь. Сегодня доля потерь составляет до 40% по сетям поселка поселка Чульман, что является, конечно, очень высоким и затратным. Мы понимаем, что сегодня стоимость ресурсов очень высокая. Перекладывать ее на жителей это, скажем так, самое нежелательное, и мы от этого, естественно, наших жителей будем оберегать, чтобы тарифы не росли. Скажем, понимаю, что все цены растут, но в то же время мы большое количество усилий делаем для того, чтобы их сдерживать. В этой части, конечно, 27-28 год будет таким, собственно говоря, качественным изменением этой всей системы. Второе – это качество воды, которое сегодня тоже вызывает много нареканий. То есть эти две проблемы, они будут решаться параллельно. Все остальные вопросы, которые мы слышали по поселку Чульман, они в основном решены. Это и дороги, это и переселение из ветхого аварийного жилья. Вот сейчас завершается строительство ряда домов уже, и программа второго этапа переселения будет завершена. Поэтому в целом мы при наличии многих решенных вопросов точно понимаем, какие у нас следующие шаги для того, чтобы изменения качества жизни провести и завершить все проекты. Второй такой большой куст вопросов у нас был по серебряному бору. Вы помните, достаточно долго вопросы также переселения, но не только переселения как такового, строительства новых домов, но и сноса аварийного фонда. Вот этот вопрос был решен в ходе встреч главы республики с населением. 2 года назад эта задача была поставлена правительству, и, собственно говоря, совместно с усилиями
районной администрации она была полностью решена. Сегодня у нас Серебряный Бор, поселок, который абсолютно преображен. Сейчас и парк, мы посмотрели за ним, ухаживают, и жители ставят вопрос о том, чтобы этот парк еще и преобразить. Это будет следующим проектом для Серебряного Бора от правительства республики. Но и, конечно, вопрос с переселением решен. И вопрос, который в этом году сейчас завершается его реализация, это капитальный ремонт школы. Очень важный объект, конечно, тоже это очень долго на отчетах правительства звучало. И в этом году, 1 сентября, дети пойдут уже абсолютно в обновленное здание. И по самому современному слову, оно будет не только отремонтировано, но и оснащено. Поэтому я думаю, что это тоже будет достаточно значимо. Сегодня у нас были отчеты на предприятиях. Конечно, у нас основные наши, ну, скажем, такие точки обратной связи — это коллективы предприятий, где трудятся нерюнгринцы. Сегодня были на встрече с Якутуглем, с коллективом Якутугля, были на встрече с коллективом угольной компании «Колмар» и на Нерюнгринской ГРЭС. То есть это вот таких 3 предприятия, которые мы традиционно посещаем. И на самом деле сотрудники этих, ну, таких градообразующих, мощных наших нерюнгринских предприятий дают очень хорошую, качественную обратную связь. И многие проекты были реализованы благодаря тому, что работники высказывали свое мнение и свои пожелания. Поэтому здесь мы тоже, на самом деле, очень сегодня прошли эти встречи легко и тепло, и даже вопросов уже в конце не оставалось. В общем, понимание, что большой путь уже пройден, и огромное количество вопросов снято. Конечно, отдельно хочу сказать, и мы это всем жителям нашим говорим и сотрудникам предприятий, что вот эта 5-летняя программа национальных проектов, особое внимание президента нашей страны к Республике Саха-Якутия, его особые поручения по ряду вопросов, они, конечно, дали возможность существенно улучшить качество жизни, существенно преобразив облики городов, поселений. Мы видим, как реализуется программа по благоустройству территории, программа дворов, какое количество новых дорог у нас появилось. И в Южной Якутии эти всегда вопросы стояли ребром. Сегодня мы, конечно, гораздо меньше слышим нареканий на эти темы. И это говорит о том, что, конечно, большая работа была пройдена с очень серьезной, мощной поддержкой федерального центра. Вкратце, наверное, такой сегодня срез по обратной связи мы получили в ходе отчетов правительства. Ну, что касается предприятий, по итогам 2024 года Якутия вышла на 2-е место по добыче угля с показателем 49 миллионов тонн. Вот как вы оцениваете работу крупнейших угледобывающих предприятий Нерюнгринского района и вообще их вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета и вообще всей республики? Ну, вклад их как деятелей социально-экономической, значит, сцены нашей Южной Якутии, он, конечно, основной. Угледобывающие предприятия были, есть и остаются самыми такими мощными вкладчиками в наше, собственно говоря, развитие Южной Якутии. Действительно, это не только их социальная политика, это не только человекоориентированность, это и своевременное решение вопросов с кадрами, это их участие в жизни республики по подготовке кадров, по программе «Местные кадры в промышленность». Хочу сказать, что, кстати говоря, по Нерюнгринскому району уже более 1500 сотрудников трудоустроены по программе «Местные кадры в промышленность». А в целом по республике Саха-Якутия за период ее действия 15 тысяч. То есть это невозможно реализовывать в отрыве от взаимодействия с нашими, конечно, угольными гигантами. Это и Якутуголь, и Колмар, и, конечно, компания «Эльга-Уголь», которая на всю страну прогремела своими масштабными, амбициозными проектами. Вот один из них сейчас был завершен. Это строительство Тихоокеанской железной дороги, которая уже сейчас в тестовом режиме отправляет наш уголь якутский на экспорт.
И это не единственный элемент конструкции инфраструктуры, это и 11 обогатительных фабрик, это и аэропорт, который они построили в Эльге. Мы теперь можем в Эльгу авиационным транспортом добираться. И это, конечно, тектонический был сдвиг в плане вообще в целом освоения нерюнгринских богатств. Ну и порт у них, который существует на Охотском море, он сегодня абсолютно автономен и, скажем так, не нагружает систему российских железных дорог вместе с дорогой, являясь отдельным пунктом вывоза экспортных таких серьезных дорогостоящих позиций по недропользованию. Поэтому, безусловно, работа с этими компаниями идет на партнерских условиях. Они очень много вкладывают в социальное развитие. Мы знаем, сколько Колмар вкладывал в свое время, когда даже еще проекты не вышли на стадию своей полной мощности. Но и сейчас, когда у угольщиков в принципе достаточно такое сложное время и в ценовом отношении, и в технологическом, ну и, конечно, определенные санкционные, скажем так, влияние есть, но, опять же, к доблести наших угледобывающих компаний скажу, что они этот период сложный с санкциями проскочили очень быстро с точки зрения технологий. То есть мы сегодня не видим технологических рисков, мы видим только сложности определенные, связанные со ставкой, конечно, высокой достаточно, потому что все проекты угольные, они постоянно имеют стадию инвестиционную. Инвестиционная стадия, естественно, зависит от стоимости денег. Поэтому в этой части мы, понимая их такие достаточно серьезные трудности именно из-за этого, максимально помогаем от республики со всеми остальными вопросами. Ну, вот прежде всего, конечно, это кадры, потому что для угольных компаний укомплектованность кадрами – это один из основных таких моментов. Ну и да, и 30% наших инвестиционных потоков, которые мы видим в республике, а республика на лидирующих позициях не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране по росту прямых инвестиций, приходится на угольные компании Южной Якутии. Поэтому продолжаем, двигаемся в том же направлении, тем же темпом, и надеюсь, что все трудности мы вместе преодолеем. Прокомментируйте, пожалуйста, как сейчас продвигается реализация мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. Очень, знаете, важный вопрос, потому что, во-первых, еще раз, это президентская программа. Мастер-план защищали у Владимира Владимировича Путина по всей Нерюнгринской агломерации, по городу Якутску. Все, что касается Нерюнгринской агломерации, это 43 объекта, 19 проектов. То есть в рамках этих 19 направлений будут реализованы 43 объекта. Общий объем инвестиций на сегодня, мы понимаем, что цифры эти могут только вырасти, более 100 миллиардов рублей. Часть уже забюджетирована и есть на это средства предусмотрены, но часть это и внебюджетные средства, и средства самих инвесторов, и будущие, собственно говоря, инвестиции наши республиканские, собственно, которые, в свою очередь, имеют источником налоги от реализованных инвестиционных проектов в нашей республике. Сегодня часть этих объектов уже реализуется. Что сюда входит? Сюда входит, конечно, жилищное строительство, сюда входит дорожное строительство, социальные объекты, школы, детские сады, сюда входят объекты медицины обязательно. Да? То есть это целые такие кластерные подходы по развитию именно агломерации с точки зрения долгосрочного планирования точек роста. Мы знаем, вот строится у нас квартал Р, конечно, востребованный с точки зрения жилищного строительства красивый, хороший проект. Идет, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но учитывая то, что там объединено большое количество программ и строится он на голом месте, там не было никаких коммуникаций, там не было никакого планирования. В общем, это достаточно амбициозное такое освоение целины в центре Нерюнга. И я надеюсь, что это будет таким, знаете, знаковым, ярким островком современного строительства в городе, которому 50 лет и который заслуженно пользуется индустриальной славой. Одним из знаковых событий в этом году в Нерюнгринском районе это проведение эссе Халанхо. Это, конечно, впервые в районе. Успели ли вы ознакомиться с ходом подготовки? Если да, то как, на ваш взгляд, проходит подготовка и на что, может, стоит обратить особое внимание?
Я в целом ознакомился с ходом подготовки. Министр строительства Виктор Дмитриевич Романов непосредственно вот сегодня осматривал место проведения и строящуюся инфраструктуру. Это парк Амикан, это такая жемчужина тоже Нерюнгри. Место, которое потом, собственно говоря, самим нерюнгринцам останется для того, чтобы они там проводили время и пользовались, конечно, этой замечательной инфраструктурой. То, что впервые проходит ИС Холанхо в Нерюнгринском районе, вообще для Южной Якутии это такой очень символичный, скажем, элемент мероприятий, точка притяжения для огромного количества туристов, конечно же, я уверен, что будет, учитывая то, что аэропорт у нас свежепостроенный, вот недавно введенный в эксплуатацию, он будет иметь возможность принимать и туристов, конечно, из других регионов. В целом, очень важно для Южной Якутии вот это вот все-таки своя история, самобытность. И поскольку мы многонациональная республика, у нас много народов, которые сохранили свою самобытность, сохранили свой уклад, свои традиции. Это очень важно, что в тех регионах, где много очень действительно людей приезжает из других мест России и остается работать, чтобы они чувствовали эту культуру. Поэтому символизм проведения этого праздника именно в Южной Якутии, он огромный. И вот то решение, когда Арсений Сергеевич принимал, наш глава, по месту проведения, это как раз вот связать историю, самобытность с новейшими точками роста, развития этой агломерации. Мы понимаем, что город Нерюнгри растет, население растет, Южная Якутия опять возрождается и становится индустриальной столицей Дальнего Востока. И в этой связи, конечно, проведение таких культурных мероприятий имеет особое значение. Я надеюсь, что праздник пройдет хорошо и очень понравится нашим жителям. Благодарим за ваши ответы. Это было интервью с председателем правительства Республики Саха-Якутия Кириллом Бычковым. До встречи.